из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Добрый день. В прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Дарья Кучеренко. Это программа «Редколлегия», программа, в которой мы приглашаем журналистов и редакторов уфимских СМИ и разбираем с ними самые популярные новости этой недели. Сегодня у нас в гостях Разиф Абдуллин, главный редактор информационного агентства «Медиакурсеть». Я вас приветствую. Добрый день. И впервые Анна Челак, главный редактор газеты «Комсомольская правда» в Уфе. Анна, добрый день. Рада вас видеть, и я надеюсь, вы в нескольких словах обозначите, почему в «Комсомольской правде» сменился редактор, и как вы теперь стали редактором. Сменился, потому что так случилось, по личным обстоятельствам. А, собственно, я стала редактором, потому что Елена выразила мне свое доверие, она меня пригласила на интервью, мы с ней пообщались. Для меня, надо сказать, это было такое неожиданное приглашение, и поразмыслив, я подумала, а почему, собственно, и нет. Поэтому я здесь. Посмотрим. Я вот уже читала «Комсомолку» на этой неделе, и у вас есть интересные материалы, которые я хотела бы как раз обсудить в этой программе. Я предлагаю начать с нашей традиционной рубрики. Называется она «Топ-3 новостей». Наши коллеги из интернет-порталов предоставляют нам статистику, какие новости были самыми читаемыми за неделю. Давайте я начну с нашего сайта. Нет, я начну сначала, давайте не с нашего сайта, потому что я, как выяснилось, забыла листочек с нашей статистикой, но я сейчас ее обязательно открою. Начну с сайта proufo.ru. На первом месте в Уфе нашлась пропавшая после отдыха в клубе 21-летняя девушка. На втором месте власти хотят уберечь учителей башкирского языка от митинга. И на третьем месте тоже про пропавшего человека, подросток, которого искали в Башкирии 10 дней. Я каждый раз отмечаю, когда читаю статистику у ПроУФУ, что у них всегда новости о пропавших людях входят в топ. РБК Уфа. Первое место. Проезд через мост на границе Башкирии стал платным. Второе место по популярности. В Уфе запланированы 4 новых дорожных развязки и путепровода. На третьем месте в Уфе срочно эвакуировали посетителей крупных торговых центров. И у информационного агентства Башинформ новость про крупные торговые центры вообще в лидерах. Она на первом месте. В Уфе в торговом комплексе «Центральный» тревога, идет срочная эвакуация посетителей. На втором месте в Башкирии 4 подростков спасли 8-летнего мальчика от педофила. И на третьем, когда в Уфе дадут отопление с вопросительным знаком. То, что касается нашего сайта эхомскуфа.ру, то у нас, кстати говоря, новость про эвакуацию в торговых центрах тоже в топе, в тройке, на втором месте. На первом это новость, которую вообще-то первыми дали наши коллеги из «Коммерсанта», и мы на них ссылались. В Уфе арестован адвокат, помощника которого пытались взорвать в автомобиле на Армавирской. И на третьем месте у нас дольщики Новобулгакова выйдут на согласованный пикет. Для меня неожиданно, что это именно новость попала в топ-3, учитывая, что, на мой взгляд, были гораздо более, так сказать, яркие новости, но, наверное, это связано с тем, что сегодня вообще все, что касается дольщиков, очень читаемо, очень популярно. Медиакурсеть. Разиф, позвольте, я зачитаю. У Медиакурсеть на первом месте. В Уфе экстренно эвакуировали посетителей крупнейших торговых центров. На втором новость про адвоката Николая Чемчука. И на третьем ученый БашГУ рассказал, что происходит с климатом в Башкирии. Насколько понимаю, интервью вы взяли как раз после этого сильного ливня, спрашивали про метеостанции в том числе. На этой неделе. Мне кажется, здесь прям четко прослеживается тенденция, какие новости были самыми популярными. Эвакуация торговых центров. Кстати, это не так часто бывает. Обычно, учитывая, что информационная повестка, она такая насыщенная, и СМИ пишут о чем-то таком своем, другие могут это не подхватывать. Очень часто вообще не сходятся топы новостей, но на этой неделе вышло так. Анна, у «Комсомольской правды» в Уфе. У нас тоже в топе и эвакуация, и Чемчук, и башкирский язык, но еще что порадовало, новость про 4 школьников, которые спасли мальчишку от педофила, и которых не так давно наградили. Да, удивительная история. О ней написал Следственный комитет, но, кстати, написал позже, чем средства массовой информации. Я ее впервые, эту новость, увидела на УФА-1 портале. Они ссылались на свои источники, а потом уже Следственный комитет написал, но, правда, он подробности
преступление, которое хотел совершить вот этот мужчина в отношении ребенка, не указывают. Я думаю, это они делают намеренно, когда речь идет о преступлениях сексуального характера в отношении совершеннолетних, следствие здесь очень осторожно. Единственное, что вот меня всегда смущает, когда уважаемые коллеги пишут слово «педофил». Насколько я понимаю, педофилия – это заболевание, которое диагноз может поставить только медицинская экспертиза. Обычно это судебная медицинская экспертиза. К сожалению, к счастью, не знаю. То есть штамп, при произнесении которого всем понятно, про кого речь. Что речь. И короткое такое, емкое слово. По сути, да, но это, наверное, то же самое, что говорить в Уфе задержан там преступник или вор или так далее, или злоумышленник. По сути, человек до решения суда, он еще никем не является виновным. Согласен, тут есть как бы ваши мысли соль некая, ну, такая практика. Но средства массовой информации у нас как-то вот привыкли действительно к таким штампам. Прощайте. И педофил, слово мы всегда в таких новостях видим. Я хочу сейчас поговорить, прежде чем мы перейдем к нашим традиционным рубрикам, а я напомню, какие они, это события недели, человек недели и цитаты недели, перейти к тем новостям, которые делали именно ваши средства массовой информации. Ну, например, на «Комсомольской правде» в Уфе, на сайте «Комсомольской правды» в Уфе есть очень интересный материал, называется он «Что будет с теми предпринимателями, которые пострадали в результате ливня». Насколько я понимаю, вы выясняли, какова у них сумма ущерба и будет ли им кто-то это возмещать. Что удалось вам узнать, Анна? Мы опросили нескольких предпринимателей, действительно, там первый момент, когда прошел этот ливень, очень много говорили о пострадавших пешеходах и автомобилистах, у которых машины там тонули чуть ли не по крышу. Но почему-то мало кто задумался над тем, что очень много у нас предпринимателей, работающих в подвальных помещениях, на первых этажах. Это, как правило, малый бизнес, менее защищенный, как известно в нашей стране. И мне стало любопытно просто, что, собственно, они делают, потому что действительно ливень оказался, мало того, что неожиданным для нас, еще и, в общем-то, малоподъемным в плане последствий. И выяснилось, что действительно многие начали страховать. По крайней мере, у нас началась эта практика. Другой момент, что все-таки мы живем не в том климатическом поясе, где подобного рода события являются нормой. И поэтому где-то страховые компании, конечно, либо включают это в очень дорогой пакет страхования именно от стихийных бедствий, либо он вообще не входит. И в этом случае, конечно, процесс возмещение очень сильно усложняется, потому что тогда нужно иметь подтверждение от МЧС, от Гисметео, Башгидрометметео, что вот они либо предупреждали, либо не предупреждали, что они там признают это событие стихийным бедствием, и в этом случае, конечно, что-то удается от кого-то получить, и то только в том случае, если, например, ваше помещение затопило, потому что там не прочищены стоки, или потому что их там нет, а они там должны быть. И тогда ты идешь и выбиваешь компенсацию уже непосредственно у виновников, и это могут быть признаны там управляющей компанией. Если же ты застрахован, и страховая компания признает, что вот ваш случай попадает под стихийное бедствие, то там уже все намного проще, там не нужно бегать за этими бесконечными бумажками, что это было стихийное бедствие. И надо сказать, что, по крайней мере, судя по комментариям страховых, у нас действительно ряд предпринимателей уже предусматривает такие вещи, и все-таки выплаты есть. Хотя вот один из наших собеседников сказал, что, например, его арендодатель не пошел навстречу, и ему пришлось покинуть помещение, потому что пришло все в негодность, потому что там буквально было затоплено оборудование, все, что можно было. Ага, какого рода ущерб? То есть вот вы опрашивали предпринимателей, какой это бизнес есть? Чаще это автосервисы, всего, что встречается? Автосервисы, особенно которые у нас там в низине были расположены в Зеленой роще на Бакалинской. Это магазины продуктовые, которые в подвальных помещениях. У них вообще все коробки, у них, наверное, промокли, это, конечно, связано с продуктами. Был тоже один из пострадавших, у него, они, когда уже начала поступать вода, они там все кинулись вытаскивать, там ящики с алкоголем. Там особо вроде так повреждений продукты не получили, но тем не менее сам факт того, что все, в общем-то, испорчено. Но в основном это такие мелкие, как раньше называли, лавочники, либо автосервисы. Анна, а как вы искали этих людей, пострадавших от ливня? Кто-то знакомый, у кого-то просто было дано задание
корреспонденту надо найти хотя бы несколько человек пострадавших. Ну и, конечно, соцсети помогают, безусловно. Ну, да, соцсети в группах часто выкладывают фотографии, или сами авторы пишут, сами люди, пострадавшие, пишут, что вот у меня это произошло, да. Соцсети, конечно, в этом случае наши помощники. А Медиакор-сеть, насколько я помню, на этой неделе тоже писала по поводу пострадавшей от ливня семьи. Там история довольно грустная. Грустно, там, потому что то же самое, люди не страхуются, и даже чтобы получить там 5000 положенных во время стихийного бедствия, то есть власти могут заплатить 5000, если это объявлено официально чрезвычайной ситуацией. Но понятно, что ливень заранее никто не объявлял об этом, и поэтому даже если 5 жалких тысяч, они не могут получить эту семью. И они, естественно... Причем эта семья не полная, насколько я понимаю, это мать с дочерью. Мать. Я просто пытаюсь найти какие-то объяснения тому, что у них дом не застрахован. Вообще сейчас очень многие не страхуют свои частные дома. Это, к сожалению, распространенное явление, и не знаю, когда оно будет изжито. Люди просто не думают об этом. А что сейчас с этой семьей известно? Ну, пока такая же ситуация, что ничего не изменилось. Она справки собирает, конечно, но я не думаю, что эти 5000 помогут вообще ей кардинально изменить ситуацию. То есть тут речь только о том, что, возможно, кто-то откликнется и захочет ей помочь, как оказать благотворительную помощь, наверное. Но там пришел в негодность дом, насколько можно судить по фотографии. Продолжая тему публикаций на вашем портале МКСЭД, получила продолжение на этой неделе история с директором Белорецка, которого уволили по его утверждению из-за того, что он встретился с депутатом Госдумы от «Справедливой России» Гаджимуратом Омаровым. Сергей Миронов, лидер партии, в общем, неожиданно для меня, например, высказался по этому поводу на пленарном заседании в Госдуме. Такое у него там яркое выступление, сказал как-то так, в общем, как это можно. Не знаете, Разиф, что-то там сейчас изменилось? Где сейчас этот человек? Нет, у них судебное заседание должно быть, если не ошибаюсь, на этой неделе или на следующей. Мы держим связь с адвокатом, вот у него есть адвокат, и он через суд пытается восстановиться на работе. То есть пока, насколько я знаю, еще не прошло судебное заседание. Ага. Да, вопрос, конечно, как он дальше там будет работать, даже если его восстановят. Насколько я был на пресс-конференции с Омаровым, он сказал, что в любом случае этого директора без работы он не оставит, он найдет ему применение, потому что у нас действительно человек, он грамотный, компетентный. 27 лет, насколько я помню, он школой руководил. Да, но он уже не молодой работал 27 человек, лет, и директором 21 год. Уже 70 лет, насколько я помню. Да, он, в принципе, был пенсионного возраста, он был готов и сам уйти, но... Теперь это дело принципа. Теперь, да. Константин Толкачев отказался от комментариев по поводу прошения о помиловании Игоря Изместьева. Наши коллеги из портала proufo.ru выложили у себя видео. Рамиль Рахматов, обозреватель портала, задавал вопрос Константину Борисовичу. И Константин Борисович вдруг что-то отказался комментировать. Удивительно. Всегда все комментирует, всегда поставляет нам новости. А тут, в общем-то, так довольно нервно, как мне показалось, отреагировал на все это и сказал, что это в компетенции президента, поэтому я комментировать не буду. Но Медиакор-сеть решили не оставлять Константина Борисовича в покое. Как вы с ним связались? Вы сегодня это маленький опубликовали. Секрет. Мой начальник, скажем так, Шамиль Валеев, сумел, благодаря, видимо, своим прежним связям в руководстве республики и так далее, он все-таки нашел выходы на Константина Борисовича. Что, получается, Константин Борисович сказал по поводу помилования? Если коротко, то он встречался с матерью Изместьева и узнал от нее, что Изместьев находится в тяжелом состоянии, то есть какая-то болезнь у него. И вот из таких соображений он решил подписать прошение. Из гуманитарных, как написано у вас на сайте. Ну, а что, казалось бы, ему мешало сказать это, когда журналисты задавали ему этот вопрос? Почему понадобилось договариваться с ним как-то? Только если догадываться, или делать версии, лучше спросить самого Константина Борисовича. Ну да. Ну, как бы там есть объяснение, что он не хотел это, типа, он как человек поступил, не как партийный, не как государственный деятель, а как человек. Ну, вот то есть это его личная позиция. Это его личная позиция. Возможно, именно из-за скромности, условно говоря. Из-за скромности. Ну, наверное, тогда надо было договариваться с правозащитницей Людмилой Алексеевой, чтобы она не озвучивала эту информацию, потому что она-то как раз всем рассказала, что в этом пакете документов с этим прошением же очень много таких интересных моментов всплыло. Допустим, по-моему, отец Никон отказался от своей подписи. Да, это тоже proufo.ru раскопал, так сказать, продолжение этой истории. Они написали, что митрополит Уфимский Стерлитамакский Никон отказался от подписи, и там тоже все так необычно. Он утверждает, что не понимал сути письма, когда
дали ему его подписывать. Ну, то есть он подписал, но потом отказался. Да, он подписал, точно так же, как Талгат Таджудин, как главный раввин Башкирии. Он, причем, вот как раз обращает на это внимание, что увидел их подписи и, в общем, тоже доверился мнению своих коллег, скажем так. Да, а потом, когда разобрался в ситуации, написал письмо тем людям, которые это прошение подавали, и свою подпись назад отозвал. Ну, такая история с изместием, все, она никак не заканчивается, когда это уже и началось, да, вспомните. Ну да, уже сколько лет. Месяц где-то назад, по-моему, стали говорить про то, что будет прошение его помилования, и вот Башкирия тоже здесь к этой истории присоединилась. Ну, давайте теперь перейдем к нашим традиционным рубрикам. Я предлагаю начать с рубрики «События недели». По традиции, каждый из наших гостей, участников этой программы, предлагает свою версию того, что на этой неделе можно считать главным событием. Я считаю, что главное событие недели – это завтрашний митинг, который состоится на площади у Дворца спорта. Митинг, как называют его организаторы, в защиту башкирского языка. По сути, он за введение в школах республики обязательного изучения башкирского языка. И вот все, что происходило на этой неделе, вот, по сути, это подготовка к вот этому событию, которое я бы считала главным событием. Вы не согласитесь со мной, коллеги? Или ну, я думаю, что да, это если говорить на локальном уровне, это для меня лично это вот несколько неожиданно, что вдруг вот всколыхнулась эта тема национальных языков, потому что, ну, вроде как не возникало никогда особых проблем. Я сама закончила филологический, и несмотря там на свою фамилию, очень далекую, скажем, от местного колорита, тем не менее у нас стоял башкирский язык, и это, в общем-то, не вызывало никаких проблем. И я бы все-таки еще к событиям недели добавила вот это вот прокатившееся по стране минирование, которое, я не пойму, завершилось или нет, но не с той точки зрения, что вот такая вот странная достаточно атака была совершена на 31 город, куда, кстати, попал в это число городов и мой родной город, откуда я родом, Новый Уренгой, что очень странно для меня, например. А с той точки зрения, что вот, ну, по крайней мере, по моим личным ощущениям, я не увидела никакой особой паники. Люди очень спокойно выходили из торговых центров, никто не верещал, знаете. Такое складывается ощущение, что не то, что у людей снизился порог безопасности, а скорее, ну, может быть, люди уже больше стали все-таки акцентировать внимание на собственной жизни, чем вот на вот этих каких-то непонятных телодвижениях. И, с одной стороны, это очень хорошо, что вот нет паники, никто не шумит, никто не носится, не создает такой вот, знаете, я не увидела какой-то прям вот всеохватывающей панической истерии. Если искать этому объяснение, то я его вижу в том, что, в принципе, это нормальная практика уходить из здания, которое эвакуируют. Все мы учились в школе, я не знаю, как в ваше время, но в мое время постоянно проходили плановые учения. В мое время такого не было. А в мое время и в университете тоже постоянно нас эвакуировали, мы все знали, что это учение, все очень спокойно к этому относились. А в Башкирии, мне кажется, вообще в последнее время прям волна вот этих вот сообщений ложных о терроризме, то кто-то напьется, то какой-то ребенок позвонит, и постоянно происходит эвакуация. Ну, в этот раз, мне кажется, ситуация несколько иная. Это необычный случай. То есть я вот, с моей точки зрения, все-таки события недели, это эти массовые эвакуации. Это, ну, митинги тоже важно, но это еще не состоялось, а это уже прошло. Я вот с этой точки зрения подхожу. И я считаю, что здесь очень интересные моменты есть. Они могут сказаться и в дальнейшем. Уже появились первые сообщения о том, что некоторые директора школ в Москве якобы после таких звонков детей на улицу уже не выводят. Согласитесь, это некий тревожный сигнал. Ну, это тревожно, То есть есть же известная пословица про мальчика, который там кричал «волки-волки», а потом, когда настоящие волки пришли, никто ему не поверил. То есть здесь есть о чем задуматься на самом деле. И проанализировав, вот как бы, не знаю, сколько было вчера этих городов, первый день, насколько я понимаю, было 6 городов задействовано, во второй день 12, третий 17. То есть некая геометрическая прогрессия наблюдалась. Я подумал, может быть, возможно, кто-то просто опробирует новую технологию, чтобы создать, я не знаю, каких последствий добиваются эти люди. Но это очень интересная ситуация на самом деле. И необычная. В Уфе эвакуировали торговые центры. Я не слышала, чтобы эвакуировали школы. Стерлитамак... БГУ эвакуировали, но нам объяснили, это было плановое. Да.
Стерлитамак вообще в какой-то особенной ситуации, у них там чуть ли не 3 дня подряд шли эвакуации, и когда уже сообщили 3-й день подряд, и я уже открываю это сообщение, на федеральных, кстати, СМИ, понятно, что уже и федеральные СМИ писали даже, да, о таких вещах, которых, наверное, до этого не писали, что эвакуировали какой-то там банк, например, в Стерлитамаке, на общей вот этой волне того, что происходит в стране, выяснилось, что просто клиентка забыла сумочку, дамскую сумочку, и понятно, что кто-то сообщил об этом, и все равно приехали спецслужбы, всех вывели. Некий элемент все-таки паники, нервозности наблюдается. Хоть какой-то степени, я считаю, что повышается вот этот градус. Вопрос, конечно, вот как в этой ситуации быть, в общем-то, по-видимому... Нет ответа. Нет ответа, и очень противоречивая информация о том, кто за этим стоит, и там кто говорит про исламское государство, кто говорит, что там с Украины звонки. В общем, кибервойска на Украине. Да. Как вам с информационной точки зрения работа правоохранительных органов в Уфе, в Башкирии в этот период? Очень плохо. Они не комментируют. Только маленькое сообщение было в пресс-службе МВД. Спасибо коллегам. Но больше никаких сообщений. Да, кстати, обычно еще пресс-служба Росгвардии работает очень хорошо и присылает сообщения о том, как работали их специалисты. Ничего не видела по этому поводу. Я вижу причину в том, что действительно не хотят нагнетать панику. Видимо, основная причина всех силовых органов, чтобы не говорить, чтобы не раздувать масштабы этого события. Но люди сейчас во время такое все равно узнают, все равно еще больше будет слухов. Если нет комментариев от официальных лиц, то они думают все, что угодно. И будут говорить, что просто намеренно скрывают информацию еще об этом. Да. Нам нужно прерваться сейчас на московские новости, после чего программа «Редколлегия» на Эхе Москвы в Уфе продолжится. В Москве 13 часов 30 минут. На Эхе новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созывает чрезвычайный правительственный комитет в связи с терактом в лондонском метро. Она выразила сочувствие пострадавшим и поблагодарила экстренные службы. По последним данным, в больнице были отправлены 18 человек. В вагоне поезда раздался взрыв, затем начался пожар. Очевидцы рассказывают о детонации содержимого некоего белого ведра. Позже полиция на станции Парсонс-Грин нашла еще одно взрывное устройство. Удалось ли его обезвредить, пока не сообщается. ФСБ России сознательно не комментирует массовые эвакуации в российских городах. По данным источника газеты «Ведомости», в спецслужбе считают, что не следует нагнетать панику и провоцировать других, желающих заняться телефонным терроризмом. Волна лжеминирования началась 10 сентября. За это время в разных городах были эвакуированы сотни торговых центров, школ, госучреждений, а также объектов транспорта. Мировое сообщество вновь осудило очередной ракетный запуск в КНДР. В Вашингтоне, Москве и Брюсселе назвали действия Пхеньяна недопустимыми. Северокорейская ракета пролетела над Японией в сторону Тихого океана и упала в районе острова Хоккайдо. Всего несколько дней назад Совбез ООН ужесточил санкции в отношении Северной Кореи. Россия настаивает на мирном решении проблем. Об этом напомнил глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Конечно, это вызов мировому сообществу перед предстоящей сессией Генассамблеи ООН. Вместе с тем, подобное поведение Пхеньяна лишний раз свидетельствует в пользу правильности нашего подхода и решения данной острой и все более острой, надо признать, проблемы дипломатическим путем. В свою очередь, Соединенные Штаты призывают к новым мерам против северокорейского режима. Европейский совет сообщил, что ускорит работу над собственными санкциями против КНДР. Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса, однако некоторое перераспределение средств на эти цели вполне возможно. Это признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он сказал, что не знает, сколько денег сейчас выделяется на такую помощь. Между тем, РБК утверждает, что правительство намерено отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. Москва решила стать мировым лидером по числу трамваев. В ближайшие несколько лет будет закуплено 600 новых вагонов. Глава Мосгортранса Евгений Михайлов сказал телеканалу РБК, что новые трамваи будут оснащены климат-контролем и светодиодным освещением, а двери будут открываться при нажатии специальных кнопок. В Москве сейчас плюс 22 градуса. Местами дождь обещают. Также объявлено предупреждение об усилении ветра. Марина Старцина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. По понедельникам после 14:30 в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город красивее. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валериан Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Мы продолжаем прямой эфир на «Эхе Москвы» в Уфе. Это программа «Редколлегия». Меня зовут Дарья Кучеренко. Сегодня у нас в гостях Разиф Абдуллин, главный редактор информационного агентства «Медиакорсеть», и Анна Челак, главный редактор газеты «Комсомольская правда» в Уфе. Мы тут рубрику начали, которая называется у нас «События недели». Но вот коллеги говорят, что, по их мнению, все-таки главное событие недели – это массовая эвакуация, масштабная эвакуация, которая по всей России прошла, и Башкортостан в числе регионов оказался. Но я все-таки, если позволите, поговорила с вами о митинге, который планируется на завтра, потому что тут столько всего непонятного мне, и писали об этом, наверное, фактически все СМИ. Вот я видела, что «Комсомольская правда» точно писала, «Медиакорсеть» тоже много чего интересного писала. Давайте просто хронологию такую вот восстановим. Изначально на 16 сентября подавались несколько заявок. Это «Обманутые дольщики», это организация «Башкорт» с митингом в защиту башкирского языка, и потом, как выяснилось, еще и штаб Навального, которые хотели встречу провести с Алексеем Навальным. Всем отказали. Причем сказали, что площадка занята, и изначально не поясняли, кем именно занята площадка. Дальше уже вот я видела общественника Азамат Галин у себя в Фейсбуке написал, что вообще-то в это время всегда проводятся ярмарки сельскохозяйственные традиционно, и площадь у Дворца спорта как раз одна из тех площадок, где эти ярмарки, по идее, должны проводиться. Вчера штаб Навального в Уфе опубликовал фотографии уведомлений суда. Это вообще интересно, в общем, как они сделали эти фотографии. Они пришли судиться с властями города по поводу отказа им в согласовании митинга, и юристы принесли копии уведомлений, которые были поданы на все эти площадки. И они просто тайком как-то там сфотографировали, выложили. И выяснилось, что, как в Уфе, да и вообще во многих городах России любят делать власти, эти площадки заняты детскими клубами, организацией ветеранов, партией пенсионеров за социальную справедливость. С 7 утра до 9 вечера, с 7 утра до 9 вечера в субботу они будут на всех 4 площадках города проводить свои мероприятия. Именно поэтому митинги не согласовали. Но выяснилось, что это еще не все. Выяснилось, что организация «Башкорт» на 24 сентября тоже подавала заявку, и мы узнали это из информационного агентства «Медиакорсеть». Разиф, расскажите, пожалуйста, вот об этом пункте этой истории. Мы, условно говоря, у нас есть свои источники, которые нам слили ответ администрации города о том, что им организация «Башкорт» согласован митинг на 24 число, только перенесли они, по-моему, с места. По-моему, ДК «Химик». Да. Вот. И как бы нам стало интересно, что за митинг и так далее. Мы стали связываться с организацией То есть давайте сразу обозначим, это не... Власти не предложили им перенести митинг с 16 числа на 24. Это другой митинг, который тоже якобы хотел провести я связывался с Рустамом Гапасовым. С Русланом Гапасовым. Да, это член организации «Башкорт». Да, и он как бы про этот митинг ничего не стал говорить. Нам тоже. Вот. И мне тоже история оказалась так до сих пор не совсем понятной, что это за митинг. Подавали они раньше, или это ответ администрации Уфы? То есть обе версии равнозначны для меня. Нет, он нам не стал это комментировать, но он в прямом эфире обозначил, что все-таки они подавали заявку на 24-е, и это другое мероприятие, тоже, насколько я понимаю, как-то связанное с башкирским языком, но немножко с другой повесткой. И им отказали согласовывать вот площадку Дворца спорта и предложили в другом месте. Если в первый раз им вообще не предложили площадку, то во второй раз предложили. Но Башкорт сказала, что, в общем, нет. Но давайте сейчас не будем говорить про этот митинг, говорят они нам. Немного странная, конечно, позиция. Вот. Давайте говорить вот про другой. Говорите про другой митинг, который 16-го. С этим митингом не все так просто. Получается, что, по идее, он не согласованный с властями города. То есть, как бы власти не дали
добро, так сказать, на его проведение. Власти бы сейчас возразили, как мне обычно поясняют в пресс-службе администрации, у нас нет полномочий запрещать что-то или разрешать, но все мы понимаем, и прецеденты такие есть, что, по сути, власти не разрешили проводить этот митинг. Тем не менее, Башкорт хочет его организовать, они там ведут какую-то масштабнейшую подготовку к нему. Ваши редакции будут отправлять своих корреспондентов завтра? Да. Будете? «Комсомольская правда», а «Медиакурсеть»? Ну, само собой. Да, вот, честно говоря, я вот переживаю. У меня есть пресс-карта, но я, честно говоря, прям боюсь. А вдруг там будут задержания? Я не хочу сидеть в автозаке, честно. Не, ну прессу в любом случае не должны задерживать. Не должны, но мы же знаем, что задерживали. В Москве задерживали, например, на митингах. У нас, к счастью, не было таких случаев, чтобы прессу задерживали. Да, но участников митинга, да, могут задержать. У вас есть какие-то вот, может быть, это не совсем профессионально, но все-таки вот исходя из опыта работы в предыдущие годы, как вам кажется, как пройдет этот митинг? Спокойно с точки зрения задержания, арестов или нет? Ну, я говорю еще раз, что единственный случай, когда на моей памяти кого-то задерживали, это был митинг против строительства Конашпана. Тогда участников задерживали. Вот это все. Были достаточно массовые митинги на спортивной площади. Были там попытки провокации, то есть ходили люди с лозунгами, не имевшими никакого отношения к самой повестке, там, чтобы высмеять митинг. И государственный СМИ снимали и показывали потом сюжеты, что вот какой странный митинг там за инопланетян и так далее, и так далее. То есть не рассказывая о самой повестке. Это тоже возможно, но это вот я не знаю, что еще может быть. По большому счету будет все зависеть от позиции силовых органов, как они посчитают митинг согласованным или нет. Возможно, они просто попытаются отговорить организаторов митинга. На месте. Это надо смотреть на месте событий. Прошло сообщение сначала в социальных сетях, а потом и в средствах массовой информации о том, что якобы в районы республики рассылается указ от Министерства образования о том, что 16 сентября для учителей башкирского языка объявляется методический день для того, чтобы они, в общем-то, не приехали в этот день на митинг. Вы как-то пытались это перепроверить? Нам не удалось получить комментарий от Министерства образования в итоге. Мы просто не занимались этим. Мы пока тоже этим, честно говоря, не задавались этим вопросом. Но вот я, например, не вижу, по моим ощущениям, какой-то особой такой повестки, чтобы действительно делать что-то неспокойно. Я считаю, что пройдет все очень спокойно. Хотя бы потому, что, тут есть один-единственный такой вот каверзный момент, что действительно он не согласован, и как бы это считается административным правонарушением. И вполне возможно, что их просто будут как-то уговаривать. Есть вариант другой, сфотографируют, зафиксируют, потом подадут в суд за административное нарушение. Да, что-то такое. А вот прямо что-то вот прям, я не вижу такого повода. Сегодня Башкорт сообщил о том, что на их телефоны организована атака. Они выложили видео в своей группе ВКонтакте, где видно, как звонит один и тот же номер председателю этой организации. Они утверждают, что вот всем, кто причастен вообще к организации этого митинга, поступают со вчерашнего вечера звонки. Они их, получается, сбрасывают, звонят снова. Если они берут, звонок прерывается. Дозвониться невозможно. Якобы это какой-то, в общем, робот. Они считают, что таким образом им хотят помешать как-то координировать свои действия. Что примечательно для меня вот в этой истории, если вы зайдете в эту группу Башкорт и посмотрите, какое количество там комментариев, вы, возможно, удивитесь, потому что там чуть ли не 300 репостов, там 11,5 тысяч просмотров у этого видео. То есть оно очень популярно в социальных сетях, и они публиковали еще приглашение на этот митинг, и там тоже 1000 просмотров и очень-очень много репостов. То есть понятно, что это где-то, в общем-то, распространяется, и возможно, что это прям сильно мобилизует население. Я думаю, что завтра будет много людей на этом митинге. Возможно, дело в том, что это вопрос болезненный, видимо, именно для башкир. И если они его воспринимают именно так, что запрещают изучать башкирский язык, то вот это именно в таком понимании он действительно болезненным должен быть. И, возможно, именно поэтому он вызывает такие отклики. То есть я сам башкир по национальности, я языка не изучал в советское время, не преподавался в городской школе. Сейчас преподается, то есть я должен радоваться, то есть, по большому счету. Вот мой внук, например, он приходит с уроков, он ничего не знает, то есть там плохо преподают, если откровенно говорить. И это тоже есть. Но тут настолько это все-таки именно, я считаю, для носителей языка
скорее всего, это болезненная тема, особенно для интеллигенции, и они ее обостряют. Вопрос. Не случайно на этой неделе пошла официальная реакция, вы же знаете, да? Что встреча была Хамитова с общественниками, даже с башкирскими общественниками, и был указ о развитии языков в Башкирии. Да, я тоже. То есть вот я думаю, что власть понимает, что есть некий нерв, который оголился, его как-то надо сейчас с этим, что-то надо с этим делать. Такой вот ответ, мне кажется, власть сейчас пытается найти, а как нам ответить достойно на все это. И, в общем, указ появился на сайте главы республики. Сегодня. Нет, я вчера его видела. Ну, указ он вчера на сайте, как бы, сообщение, а сам указ он только сегодня появился. Да, сам указ опубликовали только сегодня. Ну, я видела вчера указ, там стояла ссылка, или вы имеете в виду что-то другое, может быть, какой-то сам документ другой? мы вчера не смогли найти на сайте, к сожалению. Я видела вчера документ, не знаю, что просто позже нас зашли. Может быть. И там было написано в этом указе о том, что гранты будут выделяться от главы республики на программы, на проекты по сохранению, развитию. Но там не только башкирского языка. Русского и родных языков. Русского других. и родных языков, да. Также написано, что считается целесообразным создание фонда по сохранению башкирского языка. Я пока себе с трудом представляю, что это будет вообще такое. Это как это будет выглядеть? Ну, некий общественный фонд или там государственный, неважно. Куда будут собираться деньги, чтобы поощрять, там, не знаю, талантливых учителей, там, постановки спектаклей. Пишущих на башкирском языке. Скорее всего, я так думаю. Ага, интересно, да. Но что еще в этом митинге, в подготовке его можно отметить? Вообще, как вам вот в информационном пространстве поведение власти, правительства в этой истории? На этой неделе, мы вот эту неделю рассматриваем. Фотография Гульнаса Шафикова, министра образования, мелькает везде, в общем-то. Я думаю, что власти встревожены, озабочены этой темой и пытаются как-то реагировать. Да. Но все-таки, мне кажется, можно было более опережающим темпами действовать. То есть можно было встретиться с теми ребятами, с той же организацией «Башкорт». Я не вижу в этом ничего зазорного. То есть если люди выходят на улицы и выводят других людей, значит, что-то их волнует, давайте поговорим. Диалог между властью и обществом всегда нужен, он всегда будет конструктивным, если он на самом деле преследует такую цель. Если этого диалога нет, проблема только усугубляется. Просто здесь вот каждый какой-то ответ власти порождает еще больше вопросов. Ну, то есть, например, у меня вопрос, хорошо, что будет происходить с теми учителями? Просто я, насколько я понимаю, сейчас это будет на какой-то такой свободной основе. Хотите изучать, окей, не хотите, ладно. Хорошо, вот в один год собрали класс для изучения башкирского языка, в другой год не собирают. Что происходит с учителем башкирского языка? Что будет вообще? Вот смотрите, «Коммерсант» писал еще на минувшей неделе о том, что в некоторых школах для учителей башкирского придумали новый предмет, уфоведение, например, или краеведение, да, что они будут просто вести эти уроки, другие, вот таким образом. А эти уроки будут носить вот какой характер? Факультативный или же просто если он факультативный, то обязательный, но там будут башкирский в том числе изучать просто немного в других форматах. Вот насколько мне известно, уже в одной из школ возник такой момент, что вот этот, кстати, уфоведение, краеведение, он идет как факультатив, а это означает, что после основной программы, то есть это после всех уроков. И если, например, у ребенка 6 уроков, а всего там в учебной программе первая смена 8 уроков, то непонятно, где ребенок должен находиться 2 урока. При этом как бы школа говорит, что, собственно, мы за вашего ребенка не отвечаем эти 2 урока, где он будет находиться. И тогда непонятно, опять-таки, вот возникает вопрос, что делать? Потому что факультативный, но тем не менее он должен его посетить. Вот этот момент. То есть, вот видите, вот тут очень вроде как эта вещь не обязательная. Ну вот вроде как должны посетить. И получается, или если вы выбрали, и выходит, что на самом деле ответов-то меньше, чем вопросов. И каждый новый ответ порождает еще больше вопросов. И поэтому вот я тоже соглашусь с Разифом, что, конечно, нужно было нормально просто выйти на диалог и задать им вопрос, что именно вас беспокоит. Какие именно у вас претензии, вопросы, проблемы, давайте обсудим, и уже потом... А то получается, что... Знаете, как в большинстве случаев у нас происходит реакция. У нас все время какое-то реактивное поведение. Происходит какое-то явление, потом начинается реакция, и на эту реакцию еще одна реакция. Все не предугадаешь. Ну да, тоже верно. Это как ливень. Да, но с другой стороны, это как бы вот вопрос национальной республики. И если он есть, и если он возникает уже не в первый раз, и, в общем-то, всегда это было, наверное, надо было как-то подумать изначально. У нас с вами совсем немного времени осталось. Я предлагаю перейти к другим рубрикам. Только напомню, что это программа «Редколлегия». Сегодня у нас в гостях главный редактор информационного агентства «Медиакурсеть» Разиф Абдуллин и главный редактор газеты «Комсомольская правда» в Уфе Анна Челак. Давайте теперь рубрику «Человек недели».
Я, честно признаться, долго выбирала, кого бы я назвала человеком недели. Кого-то прям супер яркого я не смогла выбрать. Кто-то, кто вот безусловно бы победил у меня, так сказать, в этой номинации. Несколько вариантов рассматривала, но в итоге решила остановиться на координаторе штаба Навального Лилии Чанышевой, которая еще является руководителем регионального отделения партии «Прогресса». Ей удалось в суде добиться того, чтобы отказ Курултая рассматривать вопрос о референдуме был признан незаконным. Удивило вас это решение суда или нет? Да. Вообще за этой историей через ваши средства массовой информации следили? Ну, мы опубликовали, да, естественно, информацию о том, что вот такое решение было принято. Но у меня сразу возник вопрос, и что, собственно, дальше будет после этого решения суда? Ну, будет, возможно, апелляция сначала. Да. Какие будут дальше? Но, с другой стороны, это определенного рода прецедент, я считаю, все-таки. Потому что, вот вы можете себе представить, что у нас будет такой референдум? Да, вполне могу. Мне кажется, это нормально для демократического государства. И какой, по-вашему, может быть результат? Может быть результат, что люди не захотят прямых выборов. Еще как вопрос поставить, как провести все это, как посчитать. Ой, тут столько всего. Ну вот да. Я здесь соглашусь, наверное, с Азаматом Галиным, который был вчера гостем нашей программы «Персонально ваш», общественным деятелем Азаматом Галиным, который сказал, что, по сути, заволокить и все это можно было на другом моменте, так сказать, на другом моменте этого процесса, не обязательно на стадии рассмотрения вопросов в Курултае. Можно было разрешить, а потом, не знаю, сказать, что недостаточно подписей они собрали за то, чтобы этот референдум проводить. А Разиф, вы, когда услышали об этом решении суда, удивились? Ну, честно говоря, да, потому что я все равно не должен дождаться окончания процесса. То есть есть апелляция, есть кассация, то есть по сути, большому да, счету еще ничего не вступившее в силу решение суда. Поэтому... Мне просто вот показалось, что, во-первых, многие СМИ написали об этом как вот реально о сенсации, о том, что, представляете, вообще никто не ожидал. Да. А во-вторых, еще мне показалось, что те, кто не писал до этого о том, что вообще есть такая инициативная группа, и они собираются этот вопрос подавать, а потом подали, они уже написали про решение средств массовой информации, о том, что, в общем-то, был отказ, не писали, а вот о том, что уже было такое решение, суда написали. Но это, по моему мнению, Лилия Чанышева человек недели, тем более, что у них еще и суды проходили по отказу в митингах, и нам стало известно именно из этих судов, какими организациями будут заняты площадки. Анна, Разиф, ваша версия, кто человек недели? Я бы, честно говоря, не стала бы вот из известных людей. Вот лично для меня и все-таки это вот эти мальчишки, которые совершили вот этот подвиг, потому что... Вы говорите о тех ребятах, которые вот задержали мужчину. Спасли мальчика, не просто спасли мальчика, они задержали его, они его удерживали, пока не приехала полиция. Они, в общем-то, это, на мой взгляд, геройский поступок, особенно на фоне большой волны очень негативных новостей, пусть говорят и в различных таких аналогичных программах о том, как люди проходят мимо, о том, как там кого-нибудь избили и все прошли мимо и так далее. Вот это, знаете, такая расхожая уже фраза, да, но возвращает веру в человечество. И еще один такой же момент, скажем так, из этой же серии. 11-летняя девочка, которая вытащила из горящего дома, вывела своих братишек и сестренок, в общем-то, ничего не испугавшись ни за свою жизнь, моментальная реакция, инстинкт сохранения близких. То есть вот для меня это на фоне того, что у нас достаточно большое количество негативных новостей вот, про вот именно человеческие какие-то взаимоотношения, для меня это важнее, честно говоря. Напомните, где девочка вывела из пожара? Это в районе, вот да? В районе в каком-то, да, честно говоря, сейчас вот я не вспомню. Разиф, вы я тоже за скажете? то, чтобы выделять людей, которые совершили какие-то поступки. Мне тоже был такой выбор сложный. Мне показалось, что человеком недели можно назвать фермера из района Наиля Юсупова, который написал Путину на действия прокурора, который в пьяном виде задавил лошадей его, потом подал на него в суд, чтобы компенсацию с него уже забрать. Довольно интересная история, потому что не каждый человек вообще у нас в Башкирии решается озвучивать такие ситуации. Тем то есть все-таки человек власти, наделенный властью, прокурор. Из района. То есть, да, чувство собственности. То есть, по большому счету это. И плюс еще мне понравился парень, ему, по-моему, 27 лет, блогер из Карадельского района, он 10 сентября выложил в YouTube пост, который за 5 дней 2500, по-моему, просмотров набрал. Он такое мини-расследование провел, куда делись деньги на строительство Карадельского моста.
Там 222 миллиона. Свой фонд борьбы с коррупцией. То есть, по большому счету, это тоже... Он снял, очень, во-первых, профессиональный ролик сделан. Я с ним поговорил по телефону. Он сам из Крайделя, живет сейчас в Уфе, занимается именно блогерством. Он выяснил, куда деньги делись? Он пока... он, конечно, свои предположения сделал, версию, что купили квартиры на эти деньги. Это его версия. А дальше вот этого блога, действия его распространяться, он что-то собирается какие-то запросы писать? Нет, этот человек же, он не журналист, чтобы писать запросы. У нас и не журналисты могут писать запросы. Ждет, видимо, реакции какой-то, надеется, по крайней мере, на общественный резонанс и на внимание СМИ. Но вот мы заинтересовались этой ситуацией, то есть вот мы-то сделаем запросы по этой теме. Тогда давайте еще одну рубрику, успеем мы ее, цитаты недели. Я не скажу, что какие-то были прям яркие цитаты, на мой взгляд, на этой неделе. Ирик Елалов нас как-то не радовал ничем особо интересным. Константин Толкачев, тоже, как обычно, промолчал. Промолчал, во-первых. Во-вторых, сказал про День Республики. В общем-то, ничего прям такого особенного, что нужно деньги экономить, там, особо масштабно не праздновать. Я бы взяла, знаете, кого? Человека, о котором, возможно, наши радиослушатели даже и не знают. Это новый руководитель регионального отделения «Справедливой России» Юрий Игнатьев. Нужно, наверное, немного бэкграунда сейчас дать. Юрий Игнатьев стал руководителем регионального отделения «Справедливой России» в конце 2016 года. Никто этого человека, насколько я понимаю, не знал. Он даже в партии не состоял, когда, к тому моменту он буквально вступил в партию, и тут же его избрали новым руководителем. Причем единогласно, вот как надо, в общем-то, избираться. Чем он немножечко знаменит? Он баллотировался на выборы в городской совет, причем от партии «Патриоты России», шел в одной тройке с действующим депутатом и предпринимателем Артуром Хазигалеевым. В итоге что-то у него там с документами было неправильно, ЦИК не одобрил его кандидатуру, и все, и через он, в общем-то, больше ничем не был примечателен и знаменит, он занимался бизнесом в сфере общепита, а потом он становится вдруг новым руководителем регионального отделения «Справедливой России», и одно из первых его решений, это знаете какое? «Справедливая Россия» обжаловала результаты по выборам в некоторых районах Уфы, у них там были суды по этому поводу, они хотели обжаловать все, решения, и новый руководитель говорит, что все, стоп, теперь мы это не будем ничего обжаловать, все, останавливаемся, все, в общем, нормально, все, хватит, чего биться головой об стену. И вот «Справедливая Россия» устроила на днях пресс-конференцию. Вчера они делали эту пресс-конференцию. На ней было всего 4 журналиста. Да, Разив? Мы там с вами вместе были. 3-4, можно сказать. Да, 3-4 журналиста. ГТРК приехали. Кстати, вот меня удивило, что ГТРК приехали. Обычно ГТРК не снимает, насколько я знаю, не берет комментарии у оппозиционных партий. Кстати, я тоже поразился. ГТРК, Башкортостан приехали брать комментарии у лидера регионального отделения «Справедливой России». Что-то, в общем, происходит, по-видимому, у нас в журналистике. Какой-то новый тренд. Пресс-конференция была посвящена итогам муниципальных выборов. И, что нам там сказали? 14 депутатов, да, Разив, прошли. Да, в общем-то, ничего там особо интересного не было, на мой взгляд. Но я задала вопрос о том, не хочет ли «Справедливая Россия» поддержать какие-либо из митингов, которые в большом количестве сейчас в Уфе проходят и планируются. И вот что он сказал. У меня есть цитата. Обращались обманутые дольщики. Центр защиты прав граждан проконсультировал в этом вопросе, направил в данном вопросе. А если говорить именно об участии в митингах «Справедливой России», то я не думаю, что в этом есть смысл. Мы участвуем как приглашенные лица, но именно выходить на митинг с флагами, я думаю, что мы пока к этому не то, что не готовы, не знаю, как сказать. То есть мы помогаем, а выходить с флагами на митинги не вижу смысла. Когда лидер оппозиционной, формально, хотя бы оппозиционной партии говорит, что не видит смысла выходить на митинги, это всегда, в общем, очень любопытно. Мы тут с МКС сошлись в заголовках, кстати. Мы тоже решили, что это стоит того, чтобы вынести в заголовок. Но это вот моя версия цитаты недели. У нас совсем чуть-чуть времени. Коллеги, вы бы что по этому поводу сказали? Я бы, наверное, вспомнил все-таки Сергея Миронова. Я выписал эту фразу. Россия. Разберитесь, пожалуйста, что такое 21 век за встречу с депутатом Госдумы человека снимают с работы. Это речь о директоре Владимире Кривоусе. А вы заметили, что Сергей Миронов сказал «Республика Башкирия»? Я не обратил внимания. А я вот прямо обратила внимание. В Республике Башкирия, сказал Сергей Миронов.
Анна? Ну вот если локально говорить, то это фраза министра образования нашего по поводу того, что у нас 73% родителей за преподавание башкирского языка в школах, при том, что у нас все-таки количество-то по процентам русскоязычного населения явно больше. А если говорить на федеральном уровне, ну это, конечно, Мединский, который вот, в общем-то, Поклонской дал достаточно такой жесткий ответ, сказав, что то, что происходит, это цензура и нарушение закона. Мединский здесь последователен, по-моему, в своей позиции. Но он достаточно долго никак не высказывался как-то определенно и четко по поводу того, что вообще происходит вокруг Матильды. В Уфе, кстати, тоже не покажут Матильду в ряде кинотеатров, которые входят в федеральный холдинг. Кто-то из вас уже узнавал, где-то все-таки будут показывать? Ну, есть кинотеатры, где еще раздумывают. Сказали, что ни да, ни нет, раздумывают. Ничего себе. А есть где точно покажут? Мы изучаем этот вопрос. По-моему, не было такого конкретного ответа. Я могу ошибаться, это мне нужно свою статью открыть, потому что там обзванивали много людей, много кинотеатров. Но пока никто конкретно... Мне не было впечатления, что кто-то точно сказал. Я просто помню, когда мы делали новость где-то месяц назад, и все кинотеатры сказали, что мы будем показывать Матильду, и мы поставили ее в наше расписание. Конечно, будем, но вот, по-видимому, в связи с этим терроризмом, как теперь СМИ это называют, православным, с этими, да, угрозами, в общем-то, убрали из ротации. Да. Нам нужно завершать нашу программу, к сожалению, много чего не успели, но, в общем, ладно. Разиф Абдуллин, главный редактор информационного агентства «Медиакорсеть», был сегодня гостем нашей программы, а также Анна Челак, главный редактор газеты «Комсомольская правда» в Уфе. Спасибо большое, коллеги, что пришли. Всего доброго, до свидания. До свидания. В полном контакте с информацией. Эхо Москвы. Здравствуйте, в студии Оксана Пашина. В эфире информационная программа «Эхо». Вот ее главные темы. Новые обстоятельства появились в деле бывшего губернатора